Далее представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в республике. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей обстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Министерства здравоохранения Республики, за последние сутки госпитализировано 56 человек и 4% от общего количества выявленных случаев за сутки с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Выявлено за сутки 1397 человек и, соответственно, 45 новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, 55% в районах республики. На 14 февраля 2022 года лечение в стационарах у нас получают 6% граждан, в амбулаторных условиях лечится 93,4%. Обращаю внимание на необходимость соблюдения гражданами, лечащимися в амбулаторных условиях, именно тех норм, которые предписывает соответствующий врач. При этом необходимо обратить внимание, что граждане, которые в амбулаторных условиях лечатся и не имеют клинику заболеваний, по истечении 7 дней вправе обратиться в больницу, где им будет будет закрыт электронный больничный лист. Практически все предприятия и организации города работают с электронными больничными листами, в связи с чем, соответственно, сбоев в данном направлении быть не должно. За сутки выздоровело в 2 раза больше граждан республики, чем заболело, 2523 человека. В субботу мы выписали из наших больниц 3774 человека. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболеваний. Основной задачей, которую сегодня ставит глава Республики Саха-Якутия, это прежде всего задача, связанная с предотвращением мер, направленных на недопущение нарушений санитарно-эпидемиологических правил и, соответственно, осуществление вакцинации. Первым компонентом в республике привито 81,7% взрослого населения. Коллективный иммунитет, по данным сайта stopcoronavirus.rf, составляет в республике 70%. Всего ревакцинацию в республике прошли 136 272 человека. Это 57,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. К низким темпам ревакцинации относятся сегодня Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский, Алданский, Аймиконский, Мирнинский, Горный район и город Якутск. Необходимо обратить внимание, что необходимо проходить ревакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, с понедельника, то есть сегодня, начаты учебные процессы, в том числе в образовательных учреждениях города Якутска. При этом необходимо обращать внимание на то, что руководители учреждений образовательных в обязательном порядке должны соблюдать нормы, направленные на соответствующий утренний фильтр в виде температурного фильтра. Ну а, соответственно, родители обращают внимание на необходимость, соответственно, соблюдения норм, связанных с тем, чтобы детей с признаками ОРВИ не направлять ни в школу, ни в детские сады, а принимать меры к их лечению посредством вызова медицинских работников. Значительно снизилось количество обратившихся в амбулаторный центр, выделенный в городе Якутске на базе «Триумфа», в связи с чем, соответственно, при такой нагрузке на «Триумф» будет приниматься решение о переносе нагрузочной части «Триумфа» на поликлиническое амбулаторное звено. Сегодня наиболее важным для нас являются 2 позиции, которые сегодня стоят перед органами государственной власти республики. Это прежде всего реабилитация тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, и, соответственно, психологическая разгрузка медицинских и социальных работников, которые, соответственно, у нас работают уже на грани психологического выгорания. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Но мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его основные темы. В Якутии выросло число сделок по ипотечным жилищным кредитам. За 2021 год якутяне оформили 17 тысяч кредитов. В этом году в селе Бескёль Горного Улуса начнется строительство новой школы на 150 мест.
Бесплатный отдых для детей арктической зоны. Из федерального бюджета для организации отдыха будет выделено 500 миллионов рублей. За 2021 год жители республики оформили 17 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 62 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом число сделок выросло на 11%, а их объем на треть. Специалисты отмечают, что реализация госпрограмм позволяет брать кредиты на покупку жилья по низкой процентной ставке. Также вклад в динамику вносит использование эскроу-счетов для защиты прав якутских дольщиков. Кредиты под залог строящегося жилья составили четверть по количеству и треть от совокупного объема ипотечного жилищного кредитования. Так банки выдали дольщикам кредитов на 20 миллиардов рублей. В этом году в селе Бескюль горного района начнется строительство новой школы на 150 мест. Об этом на отчете правительства Якутии перед населением горного района сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Берников. Он отметил, что на средства строительства новой школы в федеральном бюджете уже предусмотрены. Общая площадь двухэтажного здания составляет 2860 квадратных метров. Стоимость проекта 322 миллиона рублей. Школу на 150 мест построят по типу Балыктахской среднеобщественной общеобразовательной школы Мегина Кангаласского улуса. Старое здание школы в Бескюле было построено в 80-х годах прошлого века. Сейчас там учатся больше 120 детей. В качестве типового проекта у нас была взята школа села Балыктах Мегина Кангаласского района. Сейчас в настоящее время контракт заключен на проектирование, проектно-искательские работы. В проектной организации выступает Стройтехпроект. В качестве заказчика выступает служба государственного заказчика. Ориентировочный срок завершения работ и получения государственной экспертизы 1 мая. В Якутии уже готовятся к летнему отдыху детей. Так создаются лагеря-спутники в муниципалитетах. Ведется работа по проведению инклюзивных смен в лагерях дневного пребывания, а также организуются стационарные места отдыха. С этого года дети арктической зоны смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. В этом году для бесплатных путевок и проезда направлено 30 миллионов, на которые планируется организовать отдых для более 300 детей из арктических районов. Помимо этого, порядка 500 детей будут направлены на отдых за счет бюджета региона. В рамках действия концепции будет создан ресурсный центр. То есть Сосновый Бор будет ресурсным центром организации отдыха и оздоровления детей. Сейчас идет разработка дорожных карт по муниципальным районам. В районах мы планируем открыть лагеря-спутники, которые будут практиковать лучшие практики отдыха и оздоровления детей. Сегодня, 14 февраля, отмечается День основания лесного хозяйства в Якутии. В этот день, в 1939 году, было принято постановление Совета народных комиссаров об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. Сегодня специалисты лесного комплекса защищают леса от незаконных вырубок и пожаров, ведут лесовосстановительные работы и просветительскую деятельность, а также обеспечивают рациональное использование лесов. С лесничими в рейд выехал и наш корреспондент Иван Яковлев. В феврале-марте начинается жаркая пора для лесничих. В это время горожане занимаются заготовкой леса. Необходимые документы бывают далеко не у всех, но в этот раз мы столкнулись с законопослушным гражданином. Подписи есть, печати есть. Все хорошо. Именно в целом якутском лесничестве в среднем бывает от 130 лесопользователей постоянных, которые берут на печное отопление. Валерий Домбинов, житель Магана, приехал в лес за дровами. В гараже и бане печное отопление. А еще нужны бревна для замены фундамента дома. Эту работу он запланировал на лето. И сейчас, до наступления теплых дней и исхода снега, ему необходимо отвезти древесину до своего участка. Пока случай слаживаем, день короткий был. Сейчас начнем уже сжигать их. Пока период не пожароопасный. Все, приберемся аккуратненько. Выедем, вывезем все. До распутицы надо успеть все это. Нынче не знаю, март вроде теплый обещает. Пораньше начали что-то.
Факты незаконной вырубки леса фиксируются на территории Якутска ежегодно. Так, в прошлом году было выявлено 6 таких случаев. 4 нарушителя привлечены к административной ответственности, 2 дела находятся на рассмотрении. Можем и на месте составить протокола. Ну, если мы в случае патрульной путевки выезжаем в патруль и обнаруживаем, то есть незаконную рубку, и составляется на месте протокол неустановленное лицо на незаконную рубку. То есть мы не знаем, кто это. Мы составляем протокол, и этим делом занимается МВД. Впрочем, незаконная вырубка леса – это лишь малая часть работы лесничьих. Впереди лето, а значит снова угроза лесных пожаров. И именно от профилактической работы лесного хозяйства уже сейчас во многом будут зависеть безопасность природы и здоровье всех якутян этим летом. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Маган. Клубу «Капся до гор» при районной библиотеке в городе Алекминске исполнилось 30 лет. За скромными, казалось бы, цифрами стоят сотни интересных встреч. Именно здесь впервые прозвучали некоторые литературные произведения. Детали у наших коллег. Сегодня в этих стенах тихо, однако именно здесь часто звучит музыка, голоса и смех, песни. Любимое место встреч многих алекминчан. Клуб «Капся до гор», которому исполнилось 30 лет. Все началось с того, что вот в 1991 году приехала советско-американская группа этнографов. И, значит, нам позвонили с управления культуры. Тогда был начальником Владимир Феодосевич. И сказал, что нужно встретить их хорошо. Мы собрались, значит, с библиотекарями, думаем, как нам, американцев, нас показать, нас, алекминчан, именно республику представить. И решили, что мы встретим их с национальными блюдами. И вот тогда у нас здесь впервые прозвучал хамус. Клуб при библиотеке. Это уже неотъемлемая часть ее, полюбившаяся многим, особенно творческим личностям. Кстати, не только Алекминского района. Бывало, что приходилось выносить и стеллажи. Настолько много приходило желающих. Сейчас меньше. Пандемия, ограничения, правда, выручают современные технологии. Смеется Нина Яковлевна. Народу очень много бывает. Ну вот в связи с пандемией, конечно, все это перешло в онлайн-режим. А если собираемся в Капсе до горе, то очень в малом количестве, с соблюдением санитарных норм. Поэтому люди спрашивают, а когда закончится, а когда мы сможем прийти. В общем-то, приятно то, что, конечно, люди помнят, им нравится, интересуются. Мне кажется, вот это главное, то, что жителям, читателям нравится. Мечтается, что встречи вновь станут традиционно многолюдными и по-домашнему теплыми. Идей очень много. Елена Фаст, Алекминск. Завершение выпуска о погоде. Метели и поземки прогнозируют местами в Якутии 14 февраля. На севере местами ожидаются поземки при ветре от 8 до 13 метров в секунду. А в Анабарском и Булунском районах метели при ветре от 18 до 23 метров в секунду. На севере, северо-западе, юге, местами в центральных районах по Вилюю возможен небольшой снег. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь в курсе последних новостей на телеканале Якутия-24.